Всем привет из Коми, привет от Олега. Снова я на реке. В очередной раз будем обкатывать новый мотор Микацу 9.8. Сегодня 5-й час обкатки будет. И наконец-то я, как сказать, понял, почему я первые дни у меня плохо заводилось. Газ у меня полностью был сброшен. Сегодня вот чуть-чуть газ добавил. И вы видели, как он сразу завелась. Так что чуть-чуть надо газ прибавлять. Кто купит новый мотор, чуть-чуть газ прибавляете и заводите. И тогда все получится. Ну, надеемся, что в следующий раз также быстро заведется. Сегодня в планах у меня подняться по реке выше и посидеть, порыбачить. Хочу немножко порыбачить на доночную снасть. Вот, по пути на средних оборотах я буду обкатывать мотор. Как бы в эти дни я ездил на минимальных оборотах, сегодня уже поеду на средних. Так что будем дальше обкатывать. Обкатка продолжается. Много комментариев было, что вот очень трещет, но ничего страшного. Это амортизаторы у него чувствительные, поэтому еще трещет. Да и в комментариях писали, что во время обкатки такое должно быть. Ничего страшного. Самое главное, работает. Все хорошо. Меня все устраивает пока. Ну, примерно минут 5 уже на холостых оборотах поработал. Сейчас поедем. На улице прохладно. Прохладно. Хорошо, что я взял свой любимый бушлат. Также якорь взял. Трак, так называемый. Вон там он. Этим мы будем держаться. На середину реки куда-нибудь станем. На середину реки. И уже будем рыбачить, ребят. Что приятного вам просмотра. Посмотрим, что из этого получится. Какая рыбалка. На улице холодный северный ветер дует. Бушлат не помешает сегодня. Ну что, погнали. Доночную снасть взял и еще взял этот спиннинг. Воду берет, все хорошо. На средних оборотах сегодня уже буду кататься. Это, ребят, у меня средние обороты. И такая скорость на Suzuki 6, когда я еду груженным в тайгу. Вот именно такая скорость. А это только средняя. Вообще класс мотор. Идет хорошо. Закинул спиннинг. По пути немножко буду тащить. Здесь мелко. Немножко там под ивами тащил, но никто не подходил. Зацеп, ребят.
Леску не вижу. Вон он. Ой, трава. Сколько травы намотало. Так. Вот еще. Есть, оказывается, щелчок. Ребят. Наконец-то я увидел. Да, есть. Я думал один. Еще больше надо поднимать. У Судзуки меньше надо. Так. Ну это хорошо, в принципе. Ну и это, смотрите, еще здорово. Не надо там руками что-то там искать, щелкнуть. Ну все, ребята, у меня тут уже прикормка. Прикормку поставил. Удочка доночная. Надеюсь, помните этот поворот. Ребят, всю зиму я тут рыбачу. Вон там рыбачу. Вот тут. По последнему льду. Вот именно вот здесь на повороте рыбачил. На прямой эфир выходил. Вот именно все это. Зимняя рыбалка происходит вот в этих местах. Сейчас уже по открытой воде. Смотрите, какой ветер, волны. Северный ветер сегодня. Ну, сами понимаете, северный, северо-восточный ветер, это не очень так хорошо клюет рыба. Но посидим, часик посидим, а там видно будет. Хоть подход будет или нет. Тут место такое, что плотва, ельцы, пескари, все тут есть, ерши. Рыба разная. Надо просто подождать. Первая поклевка была. Вот рыба начала подходить. Ох ты, уклейка, ребята. Уклейку поймал. Первая рыба. По-взрослому клюет, а оказывается самая маленькая рыба. Ну возьму. Ребят, возьму эту рыбу. Может сегодня только уклейка будет клевать. Тоже рыба, ребят. Опять уклейка, ребят. Что-то я место выбрал. Тут только уклейки видать. Надоело, ребят. Поеду выше. Здесь толком даже опарыш не могут взять. Прикормка сухари.
и растительное масло, которое воняет. Вот и все, весь секрет. Еще попробую. Там вообще глубоко. А там чуть выше, вот под этим, как сказать, как же это-то? Ну, он там навес сделано, типа шалаша. Там еще напротив очень глубоко. Так, посидим. Ребят, без поклевок, без ничего, сижу, а тут уже рыба сидит, ребят. Вон он, проглотил. Плотва. Первая плотвичка. А что-то я поклевки я не заметил. Просто, да, я думаю, перезаброс сделаю, а вон рыба. Интересно. Неожиданно как-то получилось. Угу. Плотва, ребят. Стандарт. Одинаковый размер. Не крупный, ну берем. То, блин, что ты будешь делать, а? Выплевывают. Вот он, плотвичка, ребят. Немножко схитрил. Короче, доночная снасть. Сейчас у меня, знаете, вот чувствую я, как он клюет. В руках леску держу. Все здорово. Что-то совсем тишина стала, ребят. Не клюет. Сейчас еще поменяю. Чуть-чуть выше на поворот поднимусь. Там попробую. Что-то шатает, блядь, этот, как сказать, лодку. Крючок постоянно, блин, вилу. Ил образуется там еще. Видно, как растительное масло выходит, смотрите. Такая пленка от растительного масла. Так, пока убираю все это хозяйство. Во-первых, холостые чуть-чуть надо прибавить. Холостые минимальные надо чуть-чуть подтянуть. Да, подтянуть.
свою дивизию. Елец. Сразу же. Он совсем маленький. Маленький, удаленький. Есть. О, плотвичка подошла. Рыба не клюет, ребят. Мне начинает надоедать к ней. Мне начинает надоедать. Короче, открыл колпак, снял крышку, шляпку. Одним словом, смотрю, вот холостые. Вот сейчас я сбросил полностью. Тут вообще ослаблено. Чуть-чуть надо подтянуть, чуть-чуть. Вот так вот все ходит. У Судзуки 6 вот здесь этот панель, так называемая, Магино или как, он не ходит. Это продуманно все сделано. А когда он ходит вот так, 1000 раз вы газуете, скидываете, и там, короче, где он сидит, он изнашивается. И это Магино, ну, как сказать, панеля, я так называю, вот там под маховиком, что ходуном ходит. Когда износ будет, у вас там будет люфт. Когда будет люфт, будет теряться искра. Это 100%. Я, блядь, замучился с ветерком. Это я знаю. Вот. Но одна свеча будет плохо работать. Перебои начнутся. Ну, это не продумано. Вот. Надо сделать так, чтобы вот магнито, зажигание, все, как сказать, настроили. И магнито, вот эта панель, чтобы намертво он на одном месте стояла. Но у Судзуки так, он стоит. Просто стоит на месте. Он никогда искра, скажем, не надо бояться, что будет там износ и все это дело. Вот. Вот такой подсос тут, в принципе. О, клюет, смотрите. Рыба подошла. Сидит рыба. Пускай сидит, хрен с ним. Вот, я прошлый раз еще забыл. Он клюет. Забыл показать вам. Вот тут еще топливный фильтр есть. Стоит. Вон она. Я думал, есть, нету там. Вот это насос топливный. Чуть-чуть надо подтянуть, наверное. И в принципе, пока все нормально, все хорошо. Пока, о, бля, как клюет, ребят. Пока масло, топливо нигде не течет. Каждый раз я смотрю, присматриваю. Ну, насчет газульки этого чуть-чуть надо, наверное, подтянуть. Чуть-чуть. Не знаю, как это все делается. Там какой-то винтик там стоит. Но да, хреново, что он так сделал. Вот это большой минус в этом. Наверное, во всех моторах двухтактных. Бля, вот как-то вот на Судзуки 6 однотактно можно там. Да нет, почему? У нас на ветерке мы переделывали, ребят. Панелью мы ставили на одном месте, а газульку уже переделывали. Газульку не подкрепляли вот сюда. А у нас стоял вот здесь газулька, вот сразу на карбюратор шел. А здесь идет, смотрите, газулька как бы открывает карбюратор, вон, открывает карбюратор. И второй еще вот это рычаг, короче, двигает вот панелью. Вон. Да, хрень это. Рано или поздно, через 5-10 лет, ну, износ будет. Смотря как будем кататься, износ будет там внутри, на валу. Мы тогда фольгу туда ставили. Мучает. Это потом сгорает, вот панель сгорает. Это есть такое. А в остальном, ребят, сейчас я газку давал. Чуть-чуть. Не удержался. Немножко уже можно газку давать на средних оборотах. Как бы
Газулькой надо уже как бы немножко играть. Не, хороший мотор. Каждым днем все больше и больше нравится. Я дальше буду снимать для вас, ребята. Минусы, плюсы буду рассказывать. Здесь все пластик. Между прочим, все пластик. А на ветерке все дюралюминий. Здесь все пластмассовое. Вот. Ну, конструкция то же самое, как и ветерок. Ничего там сверх я не увидел. Вот только фильтр стоит еще и все. Вот так. Там клапана, наверное, вот такие. Под этой крышкой. Там стоят. Лепестковые. Как я понял. Маховик. Стартер. Обкатку пройдем. Также я обзор еще сделаю под крышкой и подтяну все болтики. Вот двигатель чем крепится, там 8 болтов на примерно. Желательно маховик тоже посмотреть и свечи. Ну, в остальном что тут смотреть. Все хорошо. Мотор новый. Будем гонять. Сейчас надо посмотреть, что там сидит или нет. Или ушла уже рыба. А, есть. Сидит. Это уже опять елец. Ельца этого мелкого отпущу. Пускай подрастает. Он побольше, крупнее становится. А уклейка это уже можно и брать для Кошкина. Так. Что еще? Вот колпак чуть-чуть тяжеловатый. Колпак тяжеловатый. И еще знаете, как ни крути, ребят, как ни крути. Вот замок сзади мне не понравилось. Мне не понравилось. У Судзуки сзади и спереди. Очень удобно. А вот здесь, ну, мне лично не понравилось. У Судзуки как-то, у Судзуки 6 намного лучше. В принципе, все закрывается, но дело вкуса, конечно. Вот опять клюет, ребят. Время от времени подходит рыба. Уже так поставил удочку, бля, не знаю, как лучше. Чтобы не шатало, вот когда там торчит, удочка шатает. На зимнюю удочку надо рыбачить. Бортовая удочка такая. Или же поплавком. Да, ребят, любители японской техники, немножко надо успокоиться вам. Пишите нормальные комментарии, не так, как сказать, отрицательные комментарии пишите вот так, про такие моторы. Тот же самый мотор, копия, чуть-чуть, может сборка в Корее или в Китае, ну какая разница. Самое главное, чтобы ходило. Тот же самый мотор. Я не знаю, почему так негативно вы, как сказать, реагируете на всю эту технику. Многие ездят и на HDX, и Микацу у нас в селе, я еще не видел, но HDX и эти патрусли, я не знаю, что за моторы, там всяко разные, китайские. Но вот гладиатор, к сожалению, в наших реках вот везде коряги, смотрите. Очень мелкая река у нас. У гладиатора 9,8 вот уже ходовая, вообще не выдерживает наши реки. Посмотрим, на что способен этот мотор. Будем кататься. Конечно, я буду этот мотор беречь, так как
у него большая скорость, и я еще не знаю, какая у него подводная часть, насколько крепкая, и по большой воде буду стараться на нем ходить. А для мелкого уровня воды, так скажем, для таежных рек у меня еще есть Судзуки 6. Он получше, покрепче, конечно. Проверенный мотор у меня. Писали в комментариях, буду ли я его продавать. Ни в коем разе, никогда не продам. Я хотел продать. Думал, продам этот мотор Судзуки 6. Немножко клюет. Судзуки 6 продам, добавлю денег и куплю вот этот 9.8. Но вот я так решил, что этот мотор тоже оставлю, шестерку. Шестеркой по осени самое то ездить. А этот по весне в основном будем кататься. Сейчас, конечно, обкатываем. Если осенью большая вода уйдет, также буду на нем ходить. В общем, следите за видео. Все как будет, буду снимать. Вот. Ну, новый мотор есть новый. Только любуюсь, радуюсь, что еще сказать. Я вот косяк, первый заводка у меня. Надо было чуть-чуть прибавить газа, и у меня бы даже быстрее все завелось. Газулька у меня чуть-чуть надо добавить, минимальный. Пока не знаю, как это делается. У Судзуки 6, короче, трос идет, втыкается, там болтик откручивается. Можно там тросик подтянуть, болтиком закрутить. А здесь я не знаю. Пока не знаю, ребят. Буду после обкатку буду смотреть. Ну и сейчас он на гарантии, как-то лезть куда-то я не собираюсь. Вот такие дела. Короче, решил, ребят, я собраться. Не клюет. Что поделаешь. Посидели немножко, и то ладно. Вот смотрите, сейчас, наверное, с полоборота он заведется. Чуть-чуть прибавлю газа. Вот такие дела. Потому что на минимальном он просто как будто заглушен. Чуть-чуть надо прибавить этот минимальный ход. Пускай работает на холостых. Обкатывается. Здесь, ребят, таежная река вытекает. Вон. Можно там заехать, конечно, попробовать. Здесь кто-то кострище делал, сидели. Ну, тут рыбачат очень много. Интересное место. Здесь очень глубокая яма, очень глубокая. Язи, все есть тут. Нет такого, что, скажем, вообще пустая река у нас. Все, конечно, есть. Надо просто терпение, умение. И рыбалка получится. Вот тут можно заехать. Тык-тык-тык-тык-тык. Вот по такой реке уже мне на таком моторе уже... О, утки. Видели? Две штуки. Тирки. На этом моторе уже жалко. Коряга на коряга. Здесь хариусы есть.
Все есть. Моторка работает. Сегодня 5-й час работы будет. Обкатка. Сейчас обратно уже поеду я домой. Опа. Ну вот, а там уже вообще мелко. Хана там не проехать. Ну можно проехать, ребят. Можно проехать, почему нет? Вон там следы. Кто-то на лодке останавливался. Значит, кто-то тут тоже спиннинг кидал. Рыбаков хватает у нас. Но я уже перестал по такой реке. Минимум, как бы, катаюсь. Просто лодочные моторы очень дорогие. И из-за 2 рыб как-то ломать их мне просто жалко. А на промысел, конечно же, поеду. Хоть какая вода будет, я поднимусь. Хоть какие заторы будут. Это меня не остановит. Без разницы поеду. Но уже там буду я минимум 2 недели. И до месяца охотиться. Не буду кататься каждый раз. Вот тут еще где-то есть этот, как же, балаган, так называем, модно называть там балаган. Ну, шалаш по старинке. Посмотрю. Что-то изменилось, нет, с прошлого года. Ну, хозяин умер. Был хозяин, рыбак тут. Кто строил этот навес. Он просто очень много тут рыбачил. И здесь он укрывался, вот этот тент. Все, на солнце он тоже изнашивается, смотри. Ну, хана, короче, что сказать. Нет хозяина, нет такого. Вот так укрывался, он просто тут чай пил, отдыхал. Куртка еще у кого-то тут осталась. Да. Жизнь идет, ребят. Не остановить. Кто-то рождается, кто-то умирает. Вот такая река. Так, я издалека даже вижу. Удобно, хорошо сделано этот контрольное вот это отверстие, которое воду показывает, берет или нет. Прям издалека я вижу. Да и очки новые вообще. Ребят, наконец-то в новых очках я очень хорошо это все вижу в этих очках. И подошли, вот наконец-то вот эти очки мне подошли. Ну, примерно так, ребят, сейчас я скоро уже поеду домой. Немножко на второй канал тоже поснимал видео. Будни Олега называется. Кто не подписан, обязательно подпишитесь тоже. Канал Будни Олега. Ну и здесь у меня большие фильмы, там влоги повседневные. Поедем. Так, тихонько поеду. Спешить не стану. Пусть обкатывается, ребят.
Ну вот и все, ребят. Все загрузил. Весло я в будку оставлю. И груз тоже в будку оставлю. Остальное до дома довезу. Вот. Ну, примерно вот такой поход получился. Такая рыбалка, ребят. Ждите новые видео. Всем пока. Все хорошо. Обкатка прошла успешно. 5-й час обкатки. Ждите продолжения.